Слово для доклада предоставляется судье Кадырбаеву Хакельду Джумалевичу. Уважаемые коллеги, уважаемые участники судебного заседания, в Конституционный суд Кыргызской Республики 17 июля 2025 года поступило обращение Нарбаева о проверке соответствия частей 1 и 3 статьи 95 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, частям 1, 3 и 4 статьи 57 Конституции Кыргызской Республики. Как следует из ходатайства, приговором Первомайского районного суда города Бишкек от 12 ноября 2021 года Воинов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 30, частью 1 статьи 303, частью 5 статьи 30 и частью 4 статьи 304, частью 5 статьи 30 и пунктами 2 и 6 статьи 305 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в редакции 1997 года, а также частью 3 статьи 204 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в редакции 2017 года. Этим же приговором ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 4 миллиона сомов в доход государства. Приговором судебной коллегии по уголовным делам Бишкекского городского суда от 11 апреля 2022 года данный приговор был оставлен в силе. Указанное дело в отношении Воина было рассмотрено судом в порядке главы 57 Уголовно-процессуального кодекса на основании заключенного с ним соглашения о признании вины. Со ссылкой на материалы дела Нарбаев указывает, что при рассмотрении этого дела судом не производился допрос свидетелей, и материалы уголовного дела не исследовались в полном объеме, а приговор был постановлен преимущественно на основе признательных показаний самого обвиняемого, в том числе относительно предполагаемых соучастников. Аналогичным образом, как отмечает заявитель, в порядке соглашения признания вины был осужден Куценко, показания которого легли в основу обвинения по уголовному делу в отношении Нарбаева. В настоящее время, то есть в производстве Первомайского района суда города Бишкек находится уголовное дело по обвинению Нарбаева в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 30, частью 4 статьи 304, частью 5 статьи 30, пунктами 2 и 6 части 2 статьи 305, частью 5 статьи 30, частью 1 статьи 303, частью 4 статьи 30, пунктом 2 и части 2 пунктом 2 части 4 статьи 166 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в редакции закона от 1 октября 1997 года. Субъект обращения полагает, что изложенные в обвинительном акте и выводы его участия в инкриминируемых деяниях фактически основаны исключительно на свидетельских показаниях Куценко и Воинова, признанных виновными по выделенным делам в порядке соглашения о признании вины. Заявитель указывает, что представители потерпевшего, ссылаясь на вступивший в законную силу приговор в отношении Воинова и на положение статьи 95 УПК о преюдициальной силе судебных актов, рассматривает установленные этим приговором обстоятельства как уже доказанные и подлежащие безусловному учету при рассмотрении дела в отношении заявителя. По мнению Нарбаева, таким образом, на Первомайский суд города Бишкек потерпевшей стороной оказывается давление с целью вынесения обвинительного приговора в отношении него и других лиц, проходящих по делу, без самостоятельного и всестороннего исследования всех обстоятельств уголовного дела, показаний других свидетелей, заключения экспертиз и иных доказательств. Вместе с тем, заявитель обращает внимание на то, что УПК, принятый Джогор Кенешем Кыргызской Республики 22 сентября 2021 года, введенный в действие законом от 28 октября 2021 года, содержит специальные нормы, регулирующие как выделение уголовных дел в отдельное производство, так и особый порядок судебного разбирательства на основании соглашения о признании вины. В частности, статья 142 УПК содержит закрытый перечень оснований для выделения материалов уголовного дела в отдельное производство, не включающий заключение соглашения о признании вины в качестве самостоятельного основания. А часть 3 указанной статьи допускает выделение дела лишь при условии, что это не отразится на всесторонности и объективности уголовного судопроизводства. Нарбаев полагает, что приговор по выделенному делу в отношении лица, заключившего соглашение о признании вины в силу части 1 и 3 статьи 95 УПК рассматривается судами как преюдициальный и в отношении иных лиц, не принимавших участие в упрощенном судопроизводстве и лишенных возможности осуществлять в нем право на защиту. Заявитель указывает, что согласно пункту 1 статьи 57 Конституции и статьи 17 УПК каждый считается невиновным в совершении преступления, пока его невиновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. В соответствии с частями 3-4 статьи 57 Конституции запрещается осуждение лица лишь на основе его собственного признания,
Бремя доказывания возлагается на обвинителя, исключается использование доказательств, добытых с нарушением закона. По мнению заявителя, сложившаяся практика, при которой приговор, постановленный в порядке главы 57 УПК, рассматривается судами и участниками процесса как основание для признания установленным фактов, относящихся к другим лицам, позволяет строить обвинения преимущественно на устных показаниях иных обвиняемых, не подтвержденных в общем порядке исследования доказательств, что противоречит указанным конституционным гарантиям и принципу презумпции невиновности. Кроме этого, заявитель указывает, что на положение статей 45 и 47 УПК, определяющих статус обвиняемого и участие лиц, несущих имущественную ответственность за причиненные преступлением вред, а также на статью 71 УК, согласно которой возмещение материального ущерба и компенсация морального вреда применяется судом независимо от освобождения лица от уголовной ответственности либо наказания. По его мнению, оспариваемая часть 3 статьи 95 УПК, устанавливая обязательность приговора в части решения вопроса о возмещении материального ущерба или морального вреда для суда при рассмотрении гражданского дела, фактически предопределяет выводы по гражданским делам и ограничивает право на судебную защиту лиц, не участвовавших в уголовном процессе. Анарбаев полагает, что оспариваемые нормы в их действующем понимании и применении приводят к ограничению гарантированной Конституцией права каждого на судебную защиту своих прав и свобод, а также нарушение гарантии запрета на принятие законов, умаляющих права и свободы человека и устанавливающих перечень прав и свобод, не подлежащих ограничениям. В подтверждение своей позиции заявитель также ссылается на статьи 8 и 29 Всеобщей декларации прав человека, статьи 2 и 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, а также на правовую позицию Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики, изложенную в ее решении от 17 февраля 2021 года, согласно которой установленная уголовно-процессуальным законодательством система правил, регулирующая производство по уголовному делу, наряду с защитой прав и законных интересов потерпевшей стороны, должна обеспечивать защиту каждой личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения или ограничения прав и свобод. Основываясь на изложенном, Анарбаев просит признать части 1 и 3 статьи 95 УПК противоречащими Конституции Кыргызской Республики в той мере, в какой они допускают придание преюдициальной силы судебным актам, вынесенным в порядке статей 500-504 этого же УПК. На основании определения коллегии судей Конституционного суда Кыргызской Республики 16 сентября 2025 года обращение было принято к производству. В ходе проведения подготовки дела к судебному заседанию стороной ответчиком признан Джогорку Кенеш Кыргызской Республики. В качестве третьих лиц привлечены постоянный представитель президента и Кабинета министров Кыргызской Республики, Конституционном суде Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, Министерство юстиции Кыргызской Республики, Министерство внутренних дел Кыргызской Республики. В соответствии со статьей 32 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционном суде Кыргызской Республики и его регламентом по данному делу проведены все необходимые подготовительные действия. Истребованы все необходимые документы и другие материалы, которые систематизированы в деле. В настоящее время дело готово к рассмотрению. Благодарю за внимание, готов ответить на вопросы. Уважаемые коллеги, есть вопросы к Ракелю Джумалевичу? Нет.